Предмет должен преподавать учитель, который выучился, историк, а не юрист. Химию не должен преподавать трудовик и тому подобное. Глава Ингушетии проинспектировал учреждения среднего и среднепрофессионального образования Назрановского района. Я мог бы, будучи руководителем школы, внести опыт московский туда перенести. Жилье, статус переселенца и трудоустройство. Первый вице-премьер Михаил Лезов провел прием граждан по личным вопросам. Вот те самые последствия. Такое искусство на лобовом стекле – результат удара маленьким камушком. Авторы таких пируэтов – нерадивые камазисты. Непокрытый кузов грузовика – нарушение правил. Расскажем об итогах рейда ГИБДД по так называемым сыпучим грузам. Прежде чем это соорудить, они должны прийти, написать заявление, поставить известность Госохотнадзор, руководителей. По следам браконьеров, демонтируя засидки. Сотрудники Госохотнадзора на страже флоры и фауны Ингушетии. Классика в исполнении молодых музыкантов. В Ингушском госуниверситете состоялся большой фортепианный концерт. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов проинспектировал учреждения среднего и среднепрофессионального образования в Назране и Икажево, а также Институт повышения квалификации работников образования региона. Глава Ингушетии ознакомился с условиями работы, техническим оснащением, уровнем аварийности зданий, пообщался с руководством и персоналом организаций. Все подробности в нашем материале. Институт повышения квалификации работников образования проводит курсы переподготовки, оценивает компетентность преподавательского состава, специалисты посещают школы, оказывают методическую и профессиональную помощь учителям. В ходе осмотра и беседы с персоналом центра поднимался вопрос изменения структуры, создания единого пространства для взаимодействия с университетом и Ингушским научно-исследовательским институтом гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. По мнению представителей учебных заведений и Минобра республики, Институт повышения квалификации не может существовать отдельно. Махмуд Али Калиматов отметил, что цель его приезда – желание получить честную, объективную оценку уровня подготовки кадров в школах и колледжах республики. По словам руководителя региона, при формировании кадрового резерва в системе образования необходимо привлекать людей с большим опытом, захвативших советский период образования. Мы должны сегодня очень серьезно подойти, и это одно из приоритетных направлений моей деятельности. Образование, здравоохранение – это два направления, которые ближе всем к народу, к людям. От этого страдают, понимаете? У нас очень хорошие дети. И я считаю просто, что нужно нам развернуться к ним и ими заниматься. Предмет должен преподавать учитель, который выучился, историк, а не юрист. Химию не должен преподавать трудовик и тому подобное. Следующий объект, который посетил глава республики – колледж сервиса и быта в Назране, основанный в 1967 году и являющийся первым учреждением профессионального образования в республике. Здание СУЗа находится в ветхом состоянии. Оно требует капитального ремонта. В настоящее время в учебном заведении азы профессии осваивают 670 учащихся по 13 специальностям в различных направлениях – медицина, швейное дело, юриспруденция, туризм. В ходе общения с работниками учреждения обсудили первостепенные задачи для повышения качества образования, усовершенствования материально-технической базы, библиотечного фонда. Также для качественного воспитательного процесса студентам колледжа нужен актовый зал, спортивный зал для проведения занятий по физической культуре и спорту в соответствии с ФГОС. Вы первый курс, да? Да, нет, это второй курс. Второй курс. А до этого выпуск был? Был, конечно. Да. И куда вы пошли работать? В комитете по туризму у нас несколько человек работает, наши выпускники. Молодежи работает, наши выпускники тоже.
Первая Икажевская школа состоит в основном из корпусов, находящихся в аварийном состоянии, за исключением одного современного здания спортивного зала. Основные образовательные корпуса построены в 1936-59 годах. Также имеются постройки начала 20 века. Ну и что сегодня проходите? Магомед, ну и что сегодня изучаешь? Тоже отлично? Молодцы. Хорошо в классе? В ходе инспекции глава региона обсудил с руководителем учреждения, представителями Минобра и Минстроя республики возможности проектирования и возведения новых корпусов на территории школы с минимальным ущербом для учебного процесса. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Новости 24. Прием граждан по личным вопросам провел сегодня первый вице-премьер Михаил Элезов. В основном обращения жителей были связаны с жилищными проблемами, восстановлением статуса вынужденный переселенец и трудоустройства. Так, один из 20 конкурсантов первого республиканского кадрового конкурса «Ингушетия. Курс на обновление» Амир Арцханов обратился к Михаилу Элезову с идеей создания в Ингушетии первой инновационной средней школы, которая может работать при Федеральном вузе России. Вместе с супругой он работает в РУДН и хочет трудиться в Ингушетии. Тем более опыт в образовательной деятельности немалый. Я мог бы, будучи руководителем школы, внести опыт московский туда, перенести. Могли бы заключить соглашение, в частности, с РУДН мы могли заключить. У нас есть там подготовительные курсы «Уникум». Сделать дистанционное обучение с старшеклассниками. Чтобы... Переговорим с Министерством образования, рекомендуем, тем более вы финалист конкурса, да. Конкурса «Курс на обновление». Давайте посмотрим. У Тамерлана Тумгоева вопрос жилищного характера. Семья из 5 человек и 3 детей проживает в съемной квартире. Он является вынужденным переселенцем из Чеченской Республики, но долгое время не может восстановить статус. Просьбу мужчины обещали рассмотреть в ближайшее время. Сотрудники ГИБДД провели рейд по пресечению правонарушений на дорогах Ингушетии, связанных с перевозкой строительных материалов. Водителей и нарушителей грузового транспорта привлекают к административной ответственности. Почему сыпучие материалы, перевозимые в открытых кузовах, все чаще становятся поводом для жалоб со стороны автолюбителей, узнавал наш корреспондент Зелимхан Калоев. Итак, полицейский жезл всего за пару минут успел остановить сразу 3 нарушителя. Распознать виновников нетрудно. Каждый водитель КАМАЗа следует с открытым грузом. Место выбрано не случайно. Именно через так называемый Кантышевский пост большие грузы везут в республику гравий, песок и другие сыпучие стройматериалы. Вот те самые последствия. Такое искусство на лобовом стекле – результат удара маленьким камушком. Авторы таких пируэтов – нерадивые камазисты. Многие водители, перевозящие сыпучий груз, просто не удосуживаются закрыть кузов тентом. Итог – страдают водители легковушек. Но как потом призвать виновников к ответу? Непонятно. Ну а виновников хоть отбавляй. Из-за чьей-то халатности и наплевательского отношения к другим автомобилистам многим приходится платить за ремонт даже совершенно новой машины. Неприятный след от сыпучего груза остался и на лобовом стекле автомобиля Руслана Гагиева. Причем произошло это примерно месяц назад. С тех пор он каждый день сталкивается с проблемами. Отговорки у камазистов всегда разные. То тент порвался, то забыли его взять, а некоторые и не сразу понимают, из-за чего их остановили. Нерадивых водителей больших грузов не останавливают ни предупреждения инспекторов ГИБДД, ни денежные штрафы. Согласно статье 12.21 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение правил перевозки грузов или правил буксировки наказывается штрафом в размере 500 рублей либо предупреждением. За каждым большегрузом тянется шлейф пыли, который просто мешает остальным водителям видеть дорогу. Добросовестные же камазисты признаются, что их коллеги не пользуются тентом из-за простой человеческой лени. Когда высыпаешь, когда загружаешь, надо постоянно его в порядке держать тент, чтобы он не рвался, не это.
Поэтому, видимо, может, для кого-то тяжело. Гравий по ветру, еще цветочки. Немало больших грузов, представляющих водителям легковушек реальную опасность. Те, кто перевозит блоки или кирпичи, могут создать настоящую помеху. Вызывает особую обеспокоенность, когда такие ситуации попадают молодые неопытные автолюбители. К примеру, человек недавно сел за руль, он не совсем уверен, тут ему прилетает в лобовое камень, естественно, он теряется на дороге, естественно, ему нужно вовремя сориентироваться, выбрать правильную скорость, включить поворотник, съехать на обочину, оценить ситуацию. Это доставляет массу неудобств. Поэтому лучше, конечно, предотвратить ситуацию, чем потом решать ее последствия. В любом случае, на дороге нужно быть готовым ко всему. Вот. Поэтому автолюбителей мы призываем соблюдать скоростной режим в первую очередь, а водителей больших грузов, естественно, покрывать свои грузы специальными тентами. Всего за 40 минут сотрудники ГИБДД выписали штрафы 20 нарушителям. Это не считая тех, кто, узнав о рейде, обходили этот пост стороной. То ли за тентом, то ли штрафу побоялись, а может быть и вовсе совесть загрызла. Зелимхан Галоев, Адам Далаков, Новости 24. В период с 2020 по 2021 год в Ингушетии планируется построить 9 школ и 8 детских садов. Каждое из общеобразовательных учреждений будет рассчитано на 720 посадочных мест, ну а дошкольные смогут принять 220 детей. Новые детсады и школы появятся в Магасе, Назране, Карабулаке, а также в сельских поселениях Троицкое, Псидах, Инерки, Яндари, Верхние Челуки, Барсуки, Икажево и Кантышево. А вот детский сад на 220 малышей в селении Галашки уже на стадии завершения. Сейчас рабочие заняты отделкой. В здании будут предусмотрены все условия для комфортного обучения дошколят, в том числе и игровые зоны. Когда детский сад распахнет свои двери, расскажет наш корреспондент. Гул работающей техники, звук от стука молотка и перфоратора разносится по округе. Рабочие трудятся, не покладая рук. И вся эта строительная суета для жителей – предзнаменование замечательного подарка – детского сада на 220 мест. В Галашке проживают около 8 тысяч человек. И именно в этом районе села самый высокий коэффициент рождаемости на душу населения. Соответственно, нехватка мест в дошкольных учреждениях ощущается остро. До официального открытия детского сада остается совсем немного времени. Здесь уже проделан огромный фронт строительных работ. Трехэтажное здание было возведено в кратчайшие сроки, и недавно здесь приступили к внутренней отделке и благоустройству территории. У нас сейчас идут отделочные работы, в основном внутренние отделочные, и благоустройство. С работой мы вентиляционные системы закончили меры по обеспечению пожарной безопасности, водопровод, канализацию. То есть у нас идет уже чистовая отделка. Электричество сделали. И осталось благоустройство, как вы видите. Многие строители, будучи жителями села, лично заинтересованы в безупречном качестве работ. Радимхан Келигова называет себя ветераном труда. И это оправдано. Штукатурит она уже 27 лет. Опыт внушительный. А стены после ее работы идеально гладкие. Второй слой шпаклевки ждал, Детский сад строят по федеральной целевой программе. Это первое столь масштабное дошкольное учреждение в селе. Для комфортного пребывания детей здесь предусмотрели абсолютно все. На данном чертеже, на данный проект у нас состоит из двух блоков. То есть здесь у нас блок А, здесь у нас блок Б. И между ними у нас находится пищеблок. То есть здесь у нас будет помещение раздаточное. Чем отличается блок А от блока Б? У нас вот в блоке А предусмотрен зал музыкальных занятий. Здесь мы можем. И также у нас в блоке Б предусмотрен зал физкультурных занятий и также для творческих занятий. Теперь по мероприятиям по перемещению маломобильных групп населения. Вот здесь у нас в блоке А предусмотрены два лифта. Здесь один у нас лифт, здесь второй у нас лифт. А в блоке Б у нас на лестничных клетках предусмотрены механические наклонные подъемники. То есть они с первого этажа, чтобы подниматься на второй этаж беспрепятственно, у нас люди с ограниченными возможностями. Также у нас на втором этаже предусмотрен переход из блока А в блок Б. Здесь у нас, видите, вот он расположен один переход, здесь у нас расположен второй переход. Здесь между ними у нас стены мы выставили
тоже из блоков. И далее, что для красоты у нас сделано еще витражи. Особое внимание застройщики уделили и вопросу безопасности. Согласно федеральной целевой программе, этот садик смогут посещать 220 детишек. Кроме как внутренних помещений с игровыми и спортплощадками, здесь предусмотрено и благоустройство территории, парковка, 12 спортивных площадок и газон. Геолокация объекта также удобна для жителей села. Протяженность 7-200 7 километров 200 метров. Так, центр. Проект продуман основательно. На прилегающей территории установили трансформатор и дизельный генератор на случай перебоев в электроснабжении. Предусмотрели все и для отопительного сезона. Установлена блочно-модульная котельная на 38 киловатт. А с Нового года в этих коридорах будет разноситься радостный детский смех. Тамара Хашагульгова, Адам Гулоев, Магомед Белакиев. Новости 24. Малый ракетный корабль «Ингушетия» во время заводских испытаний в Черном море выполнил пробные пуски из ракетного комплекса «Калибр». Также экипаж выполнил проверочную стрельбу из артиллерийских установок по морским и береговым целям. Заводские испытания корабля начались в конце сентября. Экипаж уже проверил работу энергетических установок, рулевого устройства, средств связи, навигации и другого корабельного оборудования, а также мореходные качества корабля в разных ходовых режимах. Напомню, МРК «Ингушетия» многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Сотрудники Госохотнадзора на страже флоры и фауны Ингушетии. Браконьерские засидки стали поводом для проведения рейдового мероприятия. В целях ликвидации последствий браконьерской деятельности стражи охотничьего хозяйства Сунжинского района срубили установленные на деревьях засидки. Также не оставили без внимания возможные места нахождения капканов. Подробности в сюжете. Демонтаж так называемых засидок, подготовленных браконьерами для проведения незаконной охоты, дело привычное для сотрудников Госохотнадзора. Провести рейдовое мероприятие по охотничьему хозяйству в Сунжинском районе здесь призвали 16 егерей, в том числе и охотоведы, среди которых и Магомед Бесаев. По его словам, некоторые жители под предлогом защиты урожая от диких животных самостоятельно ведут отстрел зверей, когда можно принять меры, не нарушая закон. Прежде чем это соорудить, они должны прийти, написать заявление, поставить известность Госохотнадзор, руководителей, что у них в данном территории есть такие поля, им наносится ущерб, чтобы приняли меры по сохранению их урожая. Но сегодня в стоящем положении нам приходится то, что они орудовали, вот так вот выходить своими силами, это уничтожать и предупреждать их, что нельзя вот такое вот делать и допускать этого. Капканы и так называемые петли рассчитаны в основном на кабана, но нередко от рук браконьеров страдают и косолапы. Шкура медведя, ровно как и его жир, высоко ценится среди клиентов этих преступных деятелей. Дикие животные уже успели здесь проложить свою тропу, передвигаясь по этим местам практически каждую ночь. Сами того не зная, они стали лакомым кусочком для браконьеров. Может, и медведь будет здесь ходить. Здесь корм было, сейчас уже корм убрали, эти кукурузу убрали. Но все равно зверь будет ходить по своим местам, где он кормился ночью. Вот по этой тропе они поднимаются, вот дерево, да, они завязывают тросик, ставят две маленькие палочки, чтобы она не упала, тросик. И вот когда морда, кот таш белорицын, он обычно юхмачуали, замыгерти сак. Ныне охотовед, а в прошлом егерь с 30-летним стажем охраны неприкосновенного запаса России. Абона Костоев уже наперед определяет, какие местности могут быть привлекательными для нарушителей. Вот ГАИ, цыгана, прямо на тропе надо ставить петля. Да, вот примерно, где тропа би, вот 20 сантиметров примерно от земли, поднятый от земли. Вот так объем, высота, чтобы залезть до чуть-чуть. Вот и он проходит и натягивает трос.
Вот и штамдес. Непростая профессия егеря подразумевает постоянные обходы всего хозяйства, а это 119 тысяч гектаров охотничьих угодий. Мест живописных и в то же время по прихоти природы труднодоступных и извилистых. Неизменный помощник и транспорт в таком лесу для егеря – это лошадь. Отсутствие такового сказывается и в оперативности, и в поимке нарушителя. Буквально 2 дня тому назад хранился цей обход, цей участки. Я режу алхстир бытха, бужичи галашки борьбы. Вот цей ноос везжил, сакса валиши валхати обход его. Вот сани обход редко марят. Вот совместно с егерями его. Такая природогубительная деятельность серьезно ударит по карману нарушителя. Так, согласно статье 258 УК РФ, незаконная охота браконьеру грозит штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Ну а наказание за то же деяние, но с использованием служебного положения, может напрочь отбить желание заниматься браконьерством. Ведь штраф достигает до 1 миллиона рублей. Жадат Хулухоева, Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24. 700 тонн урожая картофеля собрано в крестьянско-фермерском хозяйстве Газдиев. Аграрии сейчас трудятся над сортировкой разных сортов овощей. Собиратели второго хлеба разделяются на несколько групп. Перед ними стоит задача полностью рассортировать собранный урожай. Мака Дударова интересовалась. Рабочие перебирают картофель, выращенный на полях КФХ Микаила Газдиева. Работу здесь начали еще с первых дней августа. Среди трудящихся и Зайнаб Арсамакова. В свои 85 лет она работает ничуть не хуже других. Признается, что картофель перебирает с удовольствием. Сама Зайнаб ведет у себя маленькое хозяйство, где выращивает некоторые виды овощей. Однако, чтобы посадить картофель, земли у нее не хватает. Считает, что за счет этой работы у нее есть возможность заработать деньги на эту культуру. Там укроп, базат ахтиеш. Я любитель, что бештай хамлигли. Каждый линия, стигмерти гастай. Я да, что заели, я то просто дипоминатишь. Картофель является самым популярным овощем в регионе, в стране. Для него в хозяйстве отвели огромный участок земли. Урожай, который собрали еще летом, составил около 700 тонн. Картофель на полях посадили разных сортов. В этом году фермеров порадовал сорт «Удача». Большую часть уже успели перебрать и продать. Сейчас отсортировать осталось около 40 тонн. Айна Дахкильгова здесь работает главным бригадиром давно. Признается, что из-за погоды в этом году урожай немного пострадал. Однако собранным картофелем она все же довольна. Разных сортов. Амелия, удача, я хожу, что покупатель довольно хулах, товара, что жалобы шхалцы, цачар, ажлумуаль, ережёк чхана, штяхтер, сортики чох. В общем, бохлыш довольно должен, что дружно. Ну, на пробу ее в основном дука. На пробу хаицери, чей хажи юхбуаш. Пока отдыхать времени в хозяйстве нет. Работа это не из легких. Сортируют картофель по 3 принципам. Хороший собирают в мешки, гнилые отбрасывают на тележку, что стоит рядом, а те, что порезаны, отдают бесплатно рабочим. Перебирать урожай приходится с 8 утра до 5 вечера. В день рабочая группа, состоящая из 25 человек, собирает 200-250 мешков хорошего картофеля. Мне понравилось, приятно на них смотреть. Семена ели, крупный, гнилых. В конце ноября необходимо закончить всю работу по сортировке картофеля. Холода нагрянут быстро, а оставшийся урожай необходимо защитить от заморозков. Его укроют сеном, а потом клеенкой, и картофель может спокойно перезимовать. Ранний сорт, поздний сорт, сорты же разные. Сайер эхки из живханс, из дождливых погод, десадертхо, шхана хаяхи сейчас, а ханзер уже зимний сорт едешь, потому что зимний сорт, аухти шеха на зиму толхацеш, а летний всех толх. Сюда здесь разных сортов ешь. В начале марта картофель необходимо будет посеять вновь, а до тех пор рабочие могут спокойно отдохнуть. Мака Дударова, Магомед Доскиев, Новости 24. Ансамбль «Таргим» стал лауреатом конкурса «Короли танцпола». Международный хореографический конкурс проходил с 9 по 11 ноября в Ставрополе. Юные танцоры представили на суд жюри ингушский танец и таргимский перепляс и стали лауреатами первой степени в номинации «Войнахский танец», а также лауреатами первой степени в смешанной группе со второй композицией. Помимо этого, ансамблю был вручен кубок и денежное вознаграждение в сумме 25 тысяч рублей в номинации «Лучшая техника исполнения». Отмечу,
что всего в конкурсе приняли участие 45 хореографических коллективов из Краснодарского и Ставропольского краев регионов СКФО. Возраст участников от 10 до 25 лет. В сельском поселении Датых появится краеведческий музей. Такую идею предложила инициативная группа из жителей села. Музей будет состоять из предметов, которыми в старые времена пользовались сельчане. Напомним, что Датых расположен на административной границе с Чеченской Республикой. Сейчас в нем никто не живет. Но в этом году властями принято решение возродить село и построить там социально значимые объекты, как школу, детский сад, а также провести ремонт дорог. В Ингушском госуниверситете сегодня звучала классическая музыка. В стенах вуза состоялся большой фортепианный концерт. В рамках празднования 15-летия студии искусств в культурном мероприятии приняли участие и почетные гости. Молодым музыкантам мастер-класс показал выдающийся пианист Сергей Осипенко. В числе слушателей была и Дана Плиева. Небольшой концертный зал окутан нежной и одновременно торжественной музыкой. Зрители следят, как легко и быстро скользят по клавишам руки юной пианистки. Особенно зорко за игрой смотрит Джамиля Тумгоева. Она уже 7 лет учится играть бессмертную классику в стенах студии искусств. И сегодняшний концерт – это еще и своеобразная работа над ошибками. Там надо играть легко, пальцы не должны стучать и так далее, чтобы звук не был резким. А здесь они играют очень легко, и никаких звуков резких не бывает, никаких тяжелых и так далее. У меня это бывает проблема, и мне стоит позаниматься над этим. Но мало кто знает, что за легким, почти невесомым касанием клавиш, рождающую нежную мелодию, скрывается огромная любовь к музыке, делится Дарья Подорожного. На отделение фортепиано ее отдали учиться еще 6 лет. Тогда, будучи маленькой, она мало представляла, что же такое мир классической музыки. Сейчас, уже в 16, Дарья понимает, что музыка всегда будет частью ее жизни. Это моя жизнь, я больше даже ничего не придумаю, что-то изощренного. А кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Пианисткой, педагогом, человеком, у которого в каждом дне будет музыка. И мечтаю, чтобы я могла передавать это другим, как слушателям, так и ученикам в будущем. Тишина в зале прерывается лишь овациями после очередной композиции. Каждый из зрителей будто боится нарушить волшебный момент душевного подъема, который своим исполнением дарят воспитанники Ростовской консерватории имени Рахманинова. Со своим педагогом Сергеем Осипенко они приехали в наш регион сегодня утром. Для жителей республики гости подготовили одну из сложнейших концертных программ. Будет Бах, будет Моцарт, будет Гайден, будет Метнер, будет Прокофьев, Рахманинов, Шостакович. Спектр очень большой. Лишь бы только слушатели, как сказать, были благодарны в том смысле, что, чтобы мы им не наскучили, потому что все-таки есть музыка, которая требует определенной подготовки. Я считаю, что Осипенко – это как знак качества, как это человек, который делает имя Ростовской консерватории. Вот. Поэтому для нас это такой сегодня особенный день. Настолько он талантливый педагог, что вот с кем он работает из детей, да, вот они в результате становятся выдающимися музыкантами. Визит педагога вместе со своими воспитанниками состоялся в рамках празднования 15-летнего юбилея студии искусств. Сергей Осипенко также успел дать мастер-класс учащимся студии сегодня перед концертом. Его успела посетить Яза Хидирова с дочкой Диной. Мы хотим поблагодарить сегодня и директора студии искусств, сегодня Далака Узару, за то, что вот к нам в республику приезжают такие великие люди. Это действительно великие музыканты, и что наши дети сегодня могут сегодня заниматься музыкой. Это же для нас это огромное счастье. Сегодня мой ребенок уже занимается, играет на фортепиано. Понравилось. Он был очень хорошим, я ему цветы подарила. И сказала спасибо, что приехали. В рамках юбилея студии искусств планируют продолжить музыкальную эстафету, приглашая в республику известных педагогов и талантливых юных музыкантов. Продлится она до конца ноября и закончится большим классическим концертом. Его дадут уже сами юные воспитанники студии. Дана Плиева, Магомед Дидиков, Новости 24.
Республиканский конкурс на создание лучшего тематического произведения изобразительного искусства вместе с Россией объявлен открытым. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Организатором конкурса является Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии. В конкурсе могут принять участие профессиональные художники и граждане, не имеющие специального художественного образования, без ограничений по возрасту и профессиональной принадлежности. Заявки на конкурс можно подать до 1 марта 2020 года, по итогам которого жюри выявит победителей. Премия за первое место составляет 50 тысяч рублей, за второе место 40 тысяч, за третье 30 тысяч рублей. Ребята, работы, занявшие призовые места, авторам не возвращаются, а передаются в фонд Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии. Подведение итогов и награждение победителей состоится 10 марта 2020 года. Старшего тренера по вольной борьбе среди юношей выбирали сегодня на совещании во Дворце спорта «Магаз». В зале собрались тренеры со всей Ингушетии, которые воспитывают борцов, будущих и настоящих чемпионов. Потенциальных кандидатов 3. Кто станет главным наставником по вольной борьбе среди юношей, станет известно совсем скоро. Критерии отбора просты, но в то же время ответственны. Старший тренер должен быть, я думаю, очень ответственный. Это работа. Он должен болеть душой за свою республику, за своих ребят, отстаивать. И он будет сформировать сборные команды республики и вывозить за пределами республики. В продолжении темы спорта. В регионе воплотили в жизнь идею о совместных тренировках спортивных и бойцовских клубов Ингушетии. На базе клуба «Эрзи» бойцы раз в неделю проводят спарринги. На занятиях как профессиональные спортсмены, так и дебютанты в мире ММА. Кто автор инициативы, расскажет Тамерлан Хамхоев. Пробежка, разминка, бой с тенью и отработка приемов. Все как обычно, только вот зал наполнен практически до отказа. Редкое дело в спортивных клубах Ингушетии, когда в одном зале встречается столько именитых бойцов ММА. Автором идеи совместных спаррингов между спортсменами разных клубов является руководитель бойцовского клуба «Эрзи», а в прошлом президент Федерации ММА Ингушетии. Мы решили, чтобы ребята могли, как я говорил, передавали опыт свой и почувствовать себя в бою с такими же, как они, даже иногда сильнее, с представителями разных видов спорта, той же борьбы, того же бокса. Совсем недавно клуб «Эрзи» практически полностью обновил свой спортинвентарь. Теперь в распоряжении спортсменов многочисленные тренажеры, маты, на которых можно отрабатывать приемы, и даже полноценная бойцовская клетка, которая на каждой тренировке пользуется большой популярностью у бойцов. У нас сегодня очень много способных ребят, которые в дальнейшем, я думаю, покажут хороший результат. У нас каждый четверг в нашем зале бывает день спаррингов. Из нашей республики, со всех залов приходят ребята для того, чтобы привести совместные спарринги. И эти спарринги очень важны. Совместные тренировки проводятся раз в неделю. Каждый четверг бойцы приезжают из разных уголков республики, чтобы набраться бесценного опыта. Команда бойцовского клуба из Малгобека, несмотря на небольшой опыт, уже успела о себе громко заявить. Подобные тренировки – это большой стимул для подрастающих бойцов, считает руководитель клуба. Совместные спарринги – это очень хорошо развивает в плане того, что в одном зале все вместе тренируются и каждый друг друга знает, что он делает, как он делает и так далее. Поэтому работать легко, уже все предсказуемо. А здесь очень хороший бойцовский клуб «Эрзи». Еще это немаловажно. Ребята друг друга знакомятся, дружеские отношения складываются. Особенно если ребята уезжают за пределами республики. Получается так, что с нашего клуба, с клуба «Эрзи», со своей республики сборная команда выезжает. И каждый друг друга знает, друг друга поддерживает на выездах. Несколько раундов стойки, затем по правилам ММА. За интенсивностью тренировки и сохранением темпа следит Хамзат Аушев. Ребята проявляют себя хорошо, отмечает тренер. Самое главное, каждый заряжен на хороший поединок. 4 раунда мы провели спарринги по 3 минуты чисто по боксу. 4 раунда у нас сейчас спарринги по правилам ММА. Народа много, там передвигаться, двигаться, не у всех получается. Но я думаю, в дальнейшем мы будем выделять профессиональных бойцов, отдельно им проводить спарринги, взять в субботу или какие-то отдельные дни утром или вечером после основной тренировки. В числе спортсменов, приехавших на тренировку, и Ахматхан Боков. Совсем скоро ингушскому файтеру предстоит очередной профессиональный поединок, и к подготовке он подходит со всей ответственностью.
Есть, да, назначенный бой. Есть 1 декабря я должен драться в Краснодаре на турнире Berkut Young Eagles. Вот, 1 декабря будем драться. Я начал тренировки недели 3 назад. Я после травмы, после операции. Тренировки проходят довольно успешно. В этом зале мы собираемся каждый четверг, спаррингуемся, со всей республики ребята приезжают, обмениваемся опытом. После нескольких изнурительных раундов тренер дает команду: занятие завершено. Следующая встреча здесь же, ровно через неделю. Тамерлан Хамхоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.